Российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Об этом сообщили в Паралимпийском комитете России. Международный паралимпийский комитет объявил о восстановлении членства Паралимпийского комитета России после того, как Генеральная ассамблея организации проголосовала за отмену его приостановки. Генассамблея проходила в Сеуле. В ней приняли участие более 160 членов МПК. В Ингушетии в 7-й раз состоялся международный марафон «Джейрах». Это единственная шоссейная гонка в горах Кавказа. Старт и финиш всех дистанций оборудовали на курорте Армхи. Организаторы подготовили состязания для всех возрастов и уровней подготовки. Детский старт, маршрут по эко-тропе к водопаду, а также забеги от 4 до 42 километров. Марафон стартовал накануне. В субботу участники устроили забег от эко-тропы к Ляжгинскому водопаду. А сегодня на старт вышли по нескольким дистанциям сразу. Победителей определили в детском забеге на 600 метров и среди взрослых на 4, 10, 21 и 42 километра. Марафон собрал более 230 участников из 37 регионов страны. Самому юному бегуну 5 лет, а самому старшему 64 года. В Сунже появится первый в регионе приют для бездомных животных «Кит-Мир». Он будет рассчитан на 120 кошек и 60 собак. Комплекс построят на участке площадью 2 гектара. На выделенной территории уже ведется подготовка площадки и вскоре начнется строительство современного комплекса. Это будет не просто место временного содержания, а многофункциональный центр. В нем появятся просторные вольеры и прогулочные зоны, оснащенный ветеринарный блок для лечения, стерилизации и вакцинации животных, уютное кафе для встреч волонтеров и будущих хозяев, а также образовательные лектории для школьников. Комитет по туризму республики принял участие во Всероссийском туристическом форуме «Открытый Дагестан». Он стартовал 25 сентября и завершился сегодня. Мероприятие проходило совместно с Международным фестивалем народных художественных промыслов. Там собрались представители народных промыслов, туристического и гостиничного бизнеса, креативных индустрий. Под эгидой форума и фестиваля в течение нескольких дней насыщенной программы. Объединились порядка 400 участников. Это представители 18 регионов России, а также делегации из Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Регионы-участники в тематических зонах представили самые разнообразные народные ремесла, изделия из дерева, керамики, стекла и металла, национальную кухню, проводили мастер-классы по ремеслам. Ингушетия также подготовила большой стенд, на котором представили предметы традиционных нарядов, картины, книги, изделия ингушских мастеров из войлока, дерева, декоративно-прикладного искусства. Министерство науки и высшего образования России планирует обучить не менее 15 тысяч специалистов в области разработки технологий искусственного интеллекта. Специальные модули по ИИ включены во все образовательные программы высших учебных заведений, независимо от направления подготовки. Отдельное внимание будет уделяться подготовке профильных специалистов по разработке ИИ-технологий. Для этого реализуются специальные программы, требующие глубоких знаний в области математики. Сегодня Международный день глухих. На планете существует 2500 языков, но есть и еще одна форма общения. В последнее время все больше интересующая ученых – язык взгляда и жестов. Всемирная федерация глухих объединяет 125 национальных организаций всех 5 континентов. Ведь по статистике нарушениями слуха страдает каждый 9-й человек. Его теряют в результате травмы, болезней или врожденных пороков. В нашей стране проживает более 13 миллионов людей с нарушением слуха, в том числе более 1 миллиона – дети. Дошкольные и средние образовательные учреждения для детей с нарушениями слуха работают во многих регионах России. В МВД советуют обращаться в банк при поступлении запросов о реквизитах карты. Любой звонок от неизвестных, которые интересуются данными платежной карты, необходимо прервать и перезвонить в отделение банка. Также можно обратиться в отделение банка лично. В МВД добавили, что самый распространенный способ совершения хищения денег с карт России – это побуждение их владельцев к переводу. Достигается это путем обмана и злоупотребления доверием. Открыт прием заявок на 5-й сезон национальной туристической премии «Маршрут построен 2025-2026». Конкурс проводит «Комсомольская правда» при поддержке Министерства экономического развития России и нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Это шанс представить многомиллионной аудитории свои экскурсии, сервисы, глэмпинги, санатории, туры и другие проекты. Участвовать могут туроператоры, отели, регионы, блогеры и все, кто создает интересные путешествия по России. В этом году номинаций стало еще больше, теперь их 23. Автотуризм, агротуризм, активный туризм, гастротуризм, глэмпинг года, деловой туризм и другие.
Подать заявку можно на сайте TravelSpets.kp.ru до 25 января 2026 года. Самые интересные проекты определит жюри и народное голосование. Победителей наградят в апреле 2026 года.